Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. В медицинских учреждениях республики установят кислородные контейнеры. Якутия запустит собственное производство медицинского кислорода. Народное прикладное искусство и традиционные художественные промыслы на особом месте. В Нерюнгринском районе состоялась выставка мастеров. Почаще улыбайся, мама. Сегодня Республиканский реабилитационный центр проводит мероприятия для мам, чьи дети проходят реабилитацию. Представители России и Украины на втором раунде переговоров договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров в местах наиболее ожесточенных боев. На время эвакуации жителей этих районов возможно временное прекращение огня. Как сообщил журналистам помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сторонам удалось найти взаимопонимание по ряду вопросов. В ближайшее время пройдет третья встреча, скорее всего, также на территории Белоруссии. Главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Поэтому стороны, представители Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс. Между тем, в Якутию прибыли первые беженцы Донбасса. В Нерюнгринский район прилетели 6 граждан. Это 2 матери с детьми, приехавшие по месту работы и жительства своих мужей. Уполномоченные органы оказывают содействие прибывшим семьям в обустройстве. Один ребенок устроен в школу. С участием волонтеров жителей района одной семье, которая нуждалась в помощи, предоставлены медикаменты, детское питание и одежда. Жители столицы республики присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем» в поддержку суверенитета ДНР и ЛНР. Сегодня, 4 марта, в Якутске прошел автопробег, в котором приняли участие десятки автомобилей. Они проехали в колонии с вывешенными флагами России, Донецкой и Луганской народных республик, а также символикой акции «Своих не бросаем» буквой «З» в цветах георгиевской ленты. Инициаторами акции стали ветераны боевых действий. СВФУ готов принять всех, кто оказался без возможности продолжить обучение из-за ситуации на Украине. Ректор Северо-Восточного федерального университета сообщил, что вуз готов принять всех, кто остался без возможности продолжить обучение из-за ситуации на Украине и предоставить им качественное образование. Мы, как один из 10 федеральных университетов, должны не только держать высокую планку отечественного высшего образования, но и быть оплотом выполнения геостратегических задач, стоящих перед ведущими вузами нашей страны, отметил ректор СФУ Анатолий Николаев. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выявлено 825 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 193 случая, в Алданском районе 66, в Мирнинском 61, в Мегино-Кангаласском 50, в Вилюйском 41. Еще в 24 районах республики зафиксировали от 36 до 3 заболевших. Якутия запустит производство медицинского кислорода. В регион доставлено 10 новых кислородных станций, в которых будет производиться собственный кислород для больных. До закупки станции республика доставляла кислород из других регионов, что было не очень удобно в весенне-осенний период. Кислородные 40-тонные контейнеры будут установлены в Национальном центре медицины, Республиканской клинической больнице, в Центре экстренной медицинской помощи, а также в Центральной районной больнице Мирного. В Республиканскую больницу номер 2 Центра экстренной медицинской помощи поступило 2 контейнера. После установки и монтажа кислород начнут подавать напрямую как в палаты, так и в реанимационные отделения. В принципе, в доковидное время нам относительно их хватало, но, как показала высокая нагрузка на кислород, когда произошла у нас в прошлом году, в конце 2021 года, в середине 2021 года, когда был пик, потребность была очень высокая, и поэтому зависимость от машин
учитывая, что кислород нам завозят, как правило, с Хабаровского края, с Кемеровской области и так далее. Вот, мы почувствовали сильную зависимость от логистики. Вот, и риск, учитывая сложную дорогу нашу и так далее, да, были моменты, такие сложные моменты, когда кислород уже заканчивался, а машины еще не было. Поэтому решение Александра Сергеевича Николаева об установке кислородных станций в крупных республиканских учреждениях, в том числе в нашей больнице, абсолютно верное и правильное, вот, для того, чтобы слезть с зависимости вот, именно логистической сложной. Поэтому сейчас у нас кислородные станции после установки, монтажа и ввода в эксплуатацию, они будут бесперебойно у нас работать и беспроблемно, собственно говоря, обеспечивать больницу кислородом. Сегодня Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья проводит мероприятие «Почаще улыбайся, мама», посвященное Году матери в республике. С 2018 года в 4 отделениях центра проходят реабилитацию и абилитацию дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья. Это учреждение дневного пребывания, где ежегодно проходит реабилитацию около 2000 детей из разных районов и города Якутска. В этот день мамы принимают участие в мастер-классах по дыхательной гимнастике, по уходу за цветами, по украшению капкейков, учатся делать комплекс упражнений для позвоночника и суставов, получают советы психолога и врача-мамолога. Наша работа построена так, что у нас есть заезды, 16 заездов в год, и каждый заезд к нам приезжает по 120 детей с республики со своими родителями. Наша вся реабилитация проходит при родителях и с родителями. Очень много мы с родителями работаем, потому что со своим ребенком наладить то, что есть какие-то ограничения в его развитии, может только любящий родитель. А родитель, в свою очередь, никогда не готовится, что у ребенка будут какие-то проблемы со здоровьем или с развитием, поэтому вот часто не подготовлены. Аварийный разлив нефтепродуктов произошел в Абыйском районе республики, передает пресс-служба Минэкологии региона. Установлен факт аварийного разлива котельного топлива. Причина – поломка крана автомобильной емкости автомашины, следовавшей по маршруту из поселка Белая гора в село Хону. Говорится в сообщении. Отмечается, что установленный водитель и собственник автомашины, произведены замеры площади загрязнений и протяженность разлива. Также отобраны пробы воды для почвенного покрова для установления степени загрязнения. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. В Усть-Алданском районе отремонтируют 3 главные улицы к 8-м спортивным играм народов Якутии. В феврале глава Якутии во время выездного заседания оргкомитета игр ознакомился с ходом подготовки и дал поручения ответственным органам. В рамках исполнения поручения Айсена Николаева в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии прошла встреча с представителями Усть-Алданского района и региональных дорожных служб. В селе Барагонцы в рамках капитального ремонта запланировано асфальтирование и расширение дорожного полотна улицы Юнатов и улицы Ленина. Улица Стрекаловского будет расширена и забетонирована. Кроме того, будет проведено обеспыливание региональных автомобильных дорог Мюрю и Барагон. Первая партия новых автобусов прибыла в Якутск. Всего республика получит 100 новых автобусов, которые были приобретены к столетию якутской автономии. Из ожидаемых 100 автобусов 90 будут курсировать по внутригородским маршрутам, 10 на межулусных перевозках. Автобусы выйдут на маршрутные линии в конце мая после прохождения всех процедур регистрации. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Владимир Сивцев сообщил, что передача новой партии автобусов запланирована на 27 апреля, День республики. При поддержке Минпромторга и по итогам встречи Айсена Сергеевича с Денисом Валентиновичем Мантуром в рамках Восточного экономического форума реализуется проект 100 автобусов к столетию республики. И сегодня в МУП ЕПАК пришли первые 6 КВЗ. Новые современные автобусы, работающие на газомоторном топливе и рассчитанные в том числе для маломобильных граждан. В Авенкийском селе Иенгра Нерюнгринского района состоялась выставка мастеров, посвященная Дню народного мастера. В иенгринском национальном наследии народное прикладное искусство и традиционные художественные промыслы занимают особое место.
Свои работы на выставке представили 12 мастериц. 3 из них имеют звание народного мастера. Это Анна Максимова, Галина Лазарева и Елена Плотникова. Вдохновившись однажды рукоделием, под руководством старшего поколения мастеров уже много лет они творят свои работы. На это меня толкнули. К нам приезжали ивенки из Красноярска, привозили свои изделия. Так, в то время я еще ничего не умела. Я даже не знала, как собирается бисер вообще. В руках я, то есть, не держала бисер. Вот с того момента, это уже как бы лет 18, я и шью. Училась здесь, в этом центре, у нас. Редким экспонатом выставки считаются коврики «Кумалан», которыми пользовались раньше для утепления жилища, а сейчас это больше декоративный элемент. На изготовление одного коврика уходит от 3 до 6 месяцев. Используются лоскуты меха коровы и оленя. Куклы, шумовые инструменты, традиционная обувь, одежда и украшения эвенков – все это также могут увидеть посетители выставки. Услугами мастериц пользуются и участники народного ансамбля «Юг-Т», известного на весь Нерюнгринский район. Мы же шьем в ансамбль костюмы, и когда традиционные национальные костюмы. И поэтому, чтобы их обшить, мы с ними консультируемся по этому поводу, какие материалы, цвета использовать в вышивках и так далее. И потом приглашаем мастериц ту же Елену Гарбузовну, которая с нами сидит и все это вышивает. Глава Иенгринского и Венкийского национального наслега Ольга Игнатенко в этот день поздравила всех с праздником и отметила участников выставки, вручив благодарности. Учитывая преемственность поколений, которая присуща этому самобытному народу, мастера дали мастер-классы молодым людям. Сейчас мастерица мне показала чтобы сглаживать кожу. Сегодня я первый раз попробовала это сделать. Это, оказывается, очень сложно. В тайге раньше видела у дедушки моего. Я видела, как он там чистил шкуру. И я сидела, смотрела, интересно. Ну, я бисером занимаюсь, кольца делаю. Изделия иенгринских мастеров также будут представлены на выставке мастеров по декоративно-прикладному творчеству, посвященной Дню народного мастера в Нерюнгринской городской библиотеке. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Остроумная философская история, которая только на первый взгляд кажется простой и привычной. Русский драмтеатр готовит постановку по пьесе японского драматурга. «Академия смеха» – так называется спектакль. В нем участвуют всего 2 актера. Но свою роль сыграют и декорации, которые выступят словно арена для борьбы. Споры и непринятие, разногласия, отстаивание точек зрения цензора и автора. Но в итоге перерождение и создание чего-то совершенно нового и удивительного. Об этом поведает спектакль. Премьера Академии смеха состоится сегодня, 4 марта. На этом у нас все. Оставайтесь на нашем телеканале.